raske çubuğu çinler gelse akita bol takita diyor. Takita diyor. Raske şu da doğru kura Allah udriyar iş. İşte bu sen doğru ben kaçır vita o şey. Погиб от рук сослуживца. В Икажево прошли похороны 23-летнего Микаила Акталиева, убитого на днях в Воронежской области, где он нес службу. Ношение маски – это обязательно. И не ношение маски – это идет уже штрафные санкции. Маска защищает. Роспотребнадзор продолжает рейды по местам массового скопления людей. Очередная проверка прошла в Магасе и Назране. Договорились с детской республиканской больницей, что будем проводить регулярные виртуальные обходы. Прибыли врачи из Национального исследовательского центра детской онкологии имени Блохина. Специалисты провели осмотр маленьких пациентов в ДРКБ. На данный момент купол житха, проект купол это стоит. 3500 прихожан смогут одновременно молиться в новой мечети Плиева. Расскажем, на каком этапе строительства Дома Всевышнего. Интересно дух того времени, интересно, как выражали мысли. Вот, и это очень поучительно. Первый ингушский алфавит и история нашей письменности. Тематическая выставка открылась. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Участники рассмотрели вопросы повышения эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшения организации дорожного движения. В Ингушетии в 2020 году реконструируют и ремонтируют 19 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью порядка 75 километров. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году приведены в нормативное состояние участки общей протяженностью почти 14 километров. Досрочное завершение этих работ позволило региону получить дополнительные 106 миллионов рублей. Для приведения в порядок до конца года 3 объектов из запланированных на 2021 год общей протяженностью 4,7 километров. Работы по ним ведутся ускоренными темпами. Риски по освоению финансовых средств отсутствуют. В республике проводятся мероприятия, направленные на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки, снижение аварийности, профилактику грубых нарушений ПДД и повышение водительской дисциплины. Вблизи школ и детсадов, а также в местах массового пребывания детей проводятся профмероприятия по проверке водителей транспортных средств, допускающих нарушения установленных правил перевозки детей. Также на особый контроль взят процесс организации передвижения свадебных автоколонн. Принимаются дополнительные меры информационно-пропагандистского характера. И, к слову, Ингушская автотрасса вошла в топ-5 лучших дорог России. Рейтинг составлен телеканалом «Моя планета» совместно с выставкой «Поехали». «Страна башен» — именно так назвали российские путешественники дорогу от Джейраха до Фат-Кавказ. По словам ребят, путешествия по этой автомагистрали по своей насыщенности превосходят многие живописные места, а по пути есть и смотровые площадки, из которых можно насладиться великолепными видами. Сегодня в Икажево прошли похороны 23-летнего Микаила Акталиева, убитого на днях в Воронежской области. Напомню, трагедия произошла в понедельник на аэродроме Балтимор, где Микаил нес службу. Он погиб от рук своего сослуживца Антона Макарова. Соболезнования родным выразил и Муслим Ганиев. Вереница людей и машин тянется от дома Акталиевых с раннего утра. Большинство мужчин ушли на кладбище, другие встречают людей. Назир Акталиев, отец погибшего накануне Микаила, принимает соболезнования. Ему трудно, но слабости не показывает. Sakıdı güvendi diyor. Eşke sadece diyor ki sporcu data şu an hoş varız. Bu buçukta geldi. Şişe diyor. Zide sasak sona advale vaatırız ki. O kanı ne ki bilgla varız. Var su elmi veyin bilet. O maski bol hiç bombartsen.
Hapurum duatız diyor. O guatı söylüyor. Hapurum o görsen hastız olur işte. Dela böyle diyor. Dal değer hudayan işte arvaqtar ve şu var izliyor. Последние действия Микаила Акталиева, со слов отца, смело можно назвать героическими. Ценой своей жизни до последнего он пытался обезвредить убийцу, но не смог. Sigitsin kan kuyajdı fut. İjmudi kura arikan udru yoğurç. Zavu havaları kala boş konuşuz. Raskı çubuğa beti. Çinler gelse akita bol takita diyor. Takita diyor. Raskı şu da dolca kura Allah udru yer iş. İşte bu sen doğal kaçır vita o şey diyor. Микаил Акталиев был призван в ряды вооруженных сил этим летом. Вот он в числе других призывников слушает последние напутствия от главного военкома республики. Синяя форма – форма солдат военно-космических сил, куда его направили служить. Микаил и сам вызвался именно туда. Как время покажет, посмотрим. Тихий, скромный, воспитанный. Именно так отзываются о нем родственники и знакомые. Вот он с братьями перед отправкой в армию, а тут успокаивает родных. Последние несколько дней на ингушской земле Микаил Акталиев провел на территории военного комиссариата в родном Микажево. Где-то здесь он стоял на построении перед отправкой в армию, грезил о военной службе, хотел связать свою жизнь с органами правопорядка, но у судьбы оказались другие планы. Утро понедельника, 9 ноября, не предвещало беды. Обычный день. Микаил совершил утреннюю молитву и оставался в казарме, когда туда пришел рядовой срочник Антон Макаров с оружием. Все случилось около 6 утра. Как потом выяснилось, он отобрал табельный пистолет Макарова и 16 патронов к нему у дежурного по полку майора Ермолаева, напав на него с топором. После расстрелял еще 2 солдат. Для поиска преступников привлекли более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии. В этот же день сбежавшего стрелка задержали. Макаров менял машины, пытаясь скрыться от полиции. Знаешь, за что задержан? А? За что задержан, знаешь? Знаешь, за что задержан? За что? За все. В Союзе комитетов солдатских матерей России отметили, что ранее военнослужащие не сообщали о фактах рукоприкладства и дедовщины в военной части на аэродроме Балтимор. Не поступало тревожных звонков и в наш военкомат. Микаила характеризовали как спокойного и неконфликтного человека. Перед отправкой он прошел все медицинские и психологические обследования. Он несколько раз ко мне заходил, просил, чтобы его именно направили в эти части подмосковные, которые мы поставили его на команду. Был доволен, хотел служить, был спортсменом. Также у него высшее образование, бакалавриат и по агрономии, и по юриспруденции. Микаилу Акталиеву было всего 23 года, когда его жизнь внезапно оборвалась. Средний сын в семье с детства увлекался спортом, окончил вуз ИСУЗ и только начинал взрослую жизнь. Соболезнования родным и близким накануне выразил и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24. К другим темам. Защитные маски, социальная дистанция, регулярное мытье рук и дезинфекция помещений. Противовирусные меры все те же. В общественных местах их должны соблюдать все без исключения. Меры уже не рекомендательные, а обязательные. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают рейды по местам массового скопления людей. Очередная проверка прошла в Магасе и Назране. Репортаж Зелимхана Калоева. О, все надевают маски, да, при виде проверяющих. Вот только сотрудникам Роспотребнадзора эти маски не нужны. Специалисты хоть и устали повторять одно и то же, но продолжают это делать и словно детям. Объясняют всю серьезность ситуации. Одни останавливают, другие штрафуют. Сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора работают в тандеме. Очередной автобус проверяющие пытаются достучаться до пассажиров, которые в большинстве своем ничего не хотят слышать. Есть постановление, есть указ главы, что люди обязательно, да что, ношение маски – это обязательно. И не ношение маски – это идет уже штрафные санкции. Вам же не понравится, если мы вас передадим в суд. Изменится. Почему не изменится? Где изменится? Очень много изменится. С таким настроем и подходом все точно изменится. Причем не в лучшую сторону. В маршрутках о дистанции речи не идет. Маску нужно носить обязательно, ведь любой сидящий рядом может быть переносчиком опасной инфекции. Дистанции соблюдать вместе полный газеличи, башку,
pH должен, свежий воздух, да, именно общественный транспорт, большое скопление на холче, обязательно езжай с маской. В итоге вся вина ложится на водителей, которые разрешили сесть в машину без средств защиты. Будете нести ответственность. Зачем вам это надо? 15 тысяч штраф, как минимум. Вы должны предупредить, запас масок положите. Если у них нету, то они пускай у вас, да, берут эти маски. Без маски посадки нет, Ну вы еще раз должны повторить. Да. Запас, Халид, если кто-то заходит, да, без маски, маск на угол. Пускай одевают тело. Ситуация очень сложная, поэтому ввели обязательно масочный режим, находясь в общественном транспорте, каждый должен находиться в маске. Это не первый рейд, да и предупреждения давно закончились, поэтому выписывают предписания, а вместе с ними штрафы для физлиц в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 50 и выше. Если сравнить картину с предыдущей проверкой, то сейчас масочный режим хоть и насильно, но многие соблюдают. Общественный транспорт, 90% маска, водители же боже, пассажиры же боже, так, предхоел ситуация в республике доллар, у меня доллар, маска, ограничиваться проверкой общественного транспорта специалисты не стали. На очереди продуктовые магазины. На удивление, в этом без масок никого не обслуживают, а потому железному правилу приходится придерживаться всем. На входе, как и полагается, лежат маски и антисептики. Да, без масок в магазине не да, у нас охрана стоит, без маски не заходить, если нету маски, мы предлагаем маски. Ну, обязательно в порядке. В обязательном порядке. Надеемся, что нас понимают, хотя иногда и не нравится наше пожелание одеть маску. Но мы будем, кому не нравится, уже привлекать к административной ответственности. Это очень серьезные требования. Еще одно обязательное правило – социальная дистанция. Разметка есть, а значит и этот пункт выполнен. Администрация заведения жалуется, очень часто приходится спорить с покупателями, что маска нужна, а в противном случае просто не пропускают. Ну, царцы язык амяла, зди, кядби, зди, царк, объяснить, зди, тоже может быть. А бизнес барса шашт халдали война гаиды, хайями масочный режим введен, есть злозер доложды 20 дал децри, что эдл злор мастер корза дад миштер войн лорж дым йогы лордал дизер кахандис вой лордой ахлозер ихдады война ахтаход. А вот в соседнем канцелярском магазине дела обстоят хуже. Разметок нет, как и масок, поэтому здесь сотрудники составляют административный материал на владельца. Фамилия как вот, хозяин? Под прицелом надзорных органов оказался и торговый центр «Фабрика». Вход без масок воспрещен. Разметки по всему коридору, а на дверях предупреждение, чтобы без масок порог не переступали. Продавцы к визиту Роспотребнадзора уже привыкли, а потому стараются не повторять прежних ошибок. К примеру, в этом магазине маски даже на манекенах. Ну, мало ли, без внимания не остались и салоны красоты. Септики. Я не хозяйка салона. Нарушений нет, а значит претензий тоже. На улице маски продают по 15 рублей. Забыл дома? Купи, надень и проходи. В комплексе весьма ответственно подошли к требованиям. В торговом центре «Фабрика» работает только один из эскалаторов. Можно подниматься только наверх, а вот второй отключили из соображений безопасности. Сделано это для того, чтобы люди соблюдали дистанцию в 1,5 метра. Наведались надзорные органы и в торговый комплекс «Корона», где дополнять свое название вторым корнем вирус точно не желают. Людей тут много, без масок также не пропускают и продают у входа. Осмотрев магазины, претензий у комиссии не возникло. Если кто-нибудь зайдет сюда без маски, за него ответственность будете нести вы. Хорошо. Там штрафы очень большие. Хорошо, мы специально положили маски. А вот на улице ситуация совсем другая. Маски носят от силы каждый 20-й. Да и внутри никто не носил бы, говорят сотрудники Роспотребнадзора, если бы те не требовали. Картина маслом. Зелимхан Калоев, Асхаб Билакиев, Новости 24.
Ну а теперь данные статистики. 21 608 заболевших выявлено в стране за сутки. Всего COVID-19 по официальным данным болеют более 1 850 000 человек. Говорить о снижении рано и в Ингушетии.Статистика держится на стабильно высоком уровне. За сутки зафиксировано 66 новых случаев. Общее число заболевших перевалило за 8100. Больше 2000 больных коронавирусом выписались из одной только Назрановской районной больницы. Возможности медучреждения позволяют лечить одновременно больше 200 пациентов. С теми, кто все еще борется с недугом, пообщался Муслим Ганиев. Когда я поступила, у меня очень плохое состояние было, низкий кислород был, дышать не могла. Итак, у большинства больных коронавирусом симптомы практически одинаковые. Нехватка кислорода, повышенная температура, общее недомогание. Эта женщина попала в Назрановскую районную больницу около 2 недель назад. Долгое время лечилась на дому, но результатов это не дало. Я дома пролечилась 10 дней, и в итоге я сюда попала. Врачи очень хорошо смотрят. С самого первого дня поступления, даже с приемного отделения. И здесь сразу меня подключили к кислороду. Все очень внимательные. Лекарства все есть, которые нужны. Обход по палатам больных COVID-19 каждый день по несколько раз проводит лично главврач больницы Зарема Анташкиева. Она проверяет состояние пациентов и, если необходимо, корректирует лечение. В больнице лечится от COVID-19 несколько семейных пар. Таким предоставляют отдельную палату. Состояние при поступлении у него вообще, никуда он был, вообще тяжело был. У меня просто одышка сильная была и кашель. Аппетит пропал, обаяние пропало, все вот это вот у нас отсутствовало. Сейчас все в норму идет потихонечку. Именно НРБ принял первый удар коронавирусной инфекции по республике. С начала пандемии через стационар прошли более 2000 заболевших. С первого дня врачи работали на износ, но продолжали лечить. Сейчас больница одновременно может принять более 230 человек. На сегодняшний день проходит стационарное лечение 139 пациентов. Из них 11 в отделении реанимации. На искусственной вентиляции легких 1 пациент. Главной причиной роста числа заболевших в республике остается несоблюдение элементарных правил. Среди основных нарушений социальной дистанции в общественных местах, режима самоизоляции. Надежда Петраковская приехала в Ингушетию из Крыма в гости к сестре, которая проживает в сельском поселении Троицкое. Однако визит обернулся больничной койкой. Слабость, температура 38, дыхание вообще практически не было. Вот мне кислород постоянно, я дышу на кислороде уже 5-й день. Очень хорошо, замечательно. А это уже палата реанимации. Сюда поступают пациенты в тяжелом состоянии. Ситуацию усугубляет и то, что инфекция провоцирует сопутствующие хронические болезни. Эта женщина здесь находится почти 3 недели, но состояние по-прежнему тяжелое. 75% поражений легких, дыхательная недостаточность. 3. Находилась долгое время на неинвазивной вентиляции легких. Сейчас дышит кислородом через аппарат Боброва, так сказать, уже с положительной динамикой. Из-за сопутствующих заболеваний у больной сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Состояние остается, как прежде, тяжелым, но с положительной динамикой. Надеюсь, скоро выпишется и будет уже продолжать лечение дома. Риск заражения коронавирусной инфекцией рекордно высок. Список больных COVID-19 ежедневно пополняется. Среди них и взрослые, и дети. Медики просят жителей соблюдать элементарные правила, а при первых симптомах обратиться к участковому врачу. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. В Госдуме рассмотрели проект о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан. Так, МРОТ в 2021 году составит 12 792 рубля. Это на 5,5% больше, чем нынешняя установка. Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля. По сравнению с нынешним показателем рост составит 3,7%. Также появилась и новая конституционная гарантия. Теперь минимальная оплата труда не должна быть ниже прожиточного минимума.
Продуктовую помощь от «Единой России» получили малоимущие семьи региона. Благотворительная акция прошла в Назране, Карабулаке и Сунже. Мука, сахар, рис и подсолнечное масло. В набор вошли продукты первой необходимости. Подробности у Хавы Газиковой. Это съемная квартира у вас? Это жилье просто. Временно чего-то объешь. Первые в списке волонтеров Оздоевы из Назрани. Многодетная семья живет в аварийном доме уже 20 лет. С каждым днем потолок все ниже и ниже. Марьям рассказывает, ночью особенно отчетливо слышится треск. Живут с постоянным страхом, что в один день все рухнет. Куда только не обращались. Молодая гвардия, конечно, главную проблему пока решить не может. Активисты оказывают посильную помощь. У нас сейчас исполняющий обязанности руководителя общественной приемной — это Магомед Дарсигов, депутат Народного собрания. Марьям Магомедовна обратилась к нему с жилищным вопросом. Этот вопрос находится на контроле, на карандаше, как говорится, у депутата Магомеда Дарсигова. Но, учитывая ситуацию, мы решили оперативно приехать и помочь хотя бы продуктами в такой тяжелой ситуации во время пандемии. О непростой ситуации семьи партийцы узнали случайно в рамках благотворительной акции. В списке помимо Оздоевых еще несколько нуждающихся семей. Продуктовый набор получают и Ахриевы. Очень необходимо иногда, когда нету у тебя даже 100 рублей в кармане, уже богатым себя чувствуешь. Мука, рис, сахар и подсолнечное масло. Продуктовый набор – значимая помощь для многодетной матери Зиты Цароевой. Семья из 6 человек живет в щитовом доме. Как отмечают волонтеры молодой гвардии, акция набрала обороты в начале пандемии. Если тогда они принимали по несколько десятков заявок в день, то сейчас меньше. Мы же работаем немного по другой системе. У нас открыт волонтерский центр при общественной приемной председателя партии. И люди туда обращаются либо онлайн посредством соцсетей, либо они звонят на телефон, либо еще как-то обращаются к нам. И вот именно этим людям, которые обращаются сами за помощью, мы помогаем. То есть это не какие-то сформированные списки, а это живые люди, которые попросили о помощи. И мы сегодня постарались хоть чем-то им помочь. В общей сложности за время пандемии, за время первой волны помощь была оказана 1000 людям. Хотел бы поблагодарить за это и депутатов Госдумы, и сенаторов, которые оказывали посильную материальную помощь нашему волонтерскому центру. Сегодня акция охватила также Сунжу, но миссия партийцев продолжается. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24. В Ингушетию прибыли врачи из Национального исследовательского центра детской онкологии имени Блохина. Сегодня же специалисты провели осмотр маленьких пациентов в детской республиканской больнице. Ознакомились с историями болезней. Хава Гагиева расскажет. Учиться никогда не поздно, особенно если речь о медицине. Поделиться богатым опытом в области онкологии, подписать взаимовыгодное предложение. Вот основная цель приезда делегации Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Но это в пятницу, а сегодня знакомство с ингушскими врачами и историями пациентов. Значит, смотрите. Давайте мы тогда, учитывая, что мы сейчас разбираемся и не знаем, что происходит с ребенком, мы все-таки давайте сделаем МРТ, даже если мы считаем, что это гепатоцеллярный рак, это врожденная опухоль эмбриональная, поэтому. Да, и дальше тогда, если мы по визуализации поймем, что это именно опухоль, тогда мы будем предлагать выполнять морфологическое подтверждение, например, лапароскопической биопсии. Словно знатоки передачи «Что, где, когда», вот только права на ошибку нет. Рассматривают случай с пациентом, поступившим с подозрением на COVID-19. После обследования вопросов стало лишь больше. В рамках проводимых диагностических мероприятий мы дополнительно обнаружили многочисленные образования печени, которые мы до сих пор диагностируем. И мы думаем совместно с нашими коллегами из Института Блохина, что завтра у нас уже будет клинический диагноз и уже будет определена тактика лечения. Посещение отделений и лаборатории, обход больницы и еще один интересный случай. 7-месячный Абдулкарим Ахильгов поступил с острым парапроктитом. Заметив родимое пятно, врачи проводят осмотр. Вот только маленький пациент такому вниманию не очень рад. Такие мы большие, да? О, конечно, не нравится. Согласен.
После осмотра отделений клинико-диагностической лаборатории гости из столицы отметили высокотехнологичное оснащение медицинского учреждения. Здесь, по последнему слову техники, оборудованы одна большая и две малые операционные, которые позволяют проводить хирургическое вмешательство различной степени сложности. Соответственно, посетили потрясающую республиканскую больницу, где проводят один из сегментов лечения детей с онкологическими заболеваниями, как гематологическими, так и онкологическими, имеется в виду солидными опухолями. И остался очень довольным, во-первых, масштабом республиканской больницы. Очень классно, здорово сделаны все отделения, чистота. Просто поражает то, что настолько многопрофильные специалисты отличные здесь работают. Словом, есть перспективы развития, а значит и цели, к которым нужно стремиться. В пятницу делегация Центра онкологии и детская больница планирует подписать договор о дальнейшем сотрудничестве, а также провести лекционный курс для ингушских коллег. Самое важное, что детские гематологи, онкологи Республики Ингушетия, они работают не одни, всегда с ними на связи, уже договорились с детской республиканской больницы, что будем проводить регулярные виртуальные обходы, посещать гостеприимный магаз для того, чтобы проводить на месте или лечение, или диагностику. В регионе врачи из Москвы пробудут еще один день, но это только начало тесного сотрудничества и обмена опытом между нашими и столичными медиками. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Около 3500 прихожан смогут одновременно молиться в новой мечети Плиева. Строительство Дома Всевышнего идет полным ходом. Трехэтажное здание в восточном стиле возводят за счет благотворителей. Внести свою лепту может любой желающий. Когда в мечети прозвучит первый азан, узнал Муслим Ганиев. Центральный большой купол новой мечети можно увидеть еще при подъезде к сельскому поселению, а 4 минарета высотой около 60 метров возвышаются над всем селом. Объект привлекает особым дизайном, он строится в восточном стиле. Купола снаружи покрывают вот такими металлическими пластинами. Они из нержавеющей стали золотистого цвета. Внутренняя часть мечети опирается вот на эти круглые столбы, соединенные между собой, а через те окна будет поступать свет. Начали возводить мечеть еще в 2013 году. Все расходы взял на себя местный меценат. Однако по каким-то причинам на некоторое время финансирование прекратилось. Сейчас строительство ведется за счет взносов неравнодушных прихожан. Сюда мухулла сихар дием делч декрет тон что от спонсор гучбян я бол хата ица цабол хата ица я бол бебарва yani elj getir izmudu ham getirdik der ish başta делч хули واخوجي бол хабе барва مثلا я сам başta da ditxe yani kurj başta da ditxe andali наж başta gitxe andali işte izmetik o xulurtun. Размеры мечети 38 на 38 метров. Возводится она в 3 этажа. Вместит около 3500 прихожан. Есть 4 входа и выхода. На ее территории построить еще одно здание. Там разместятся административные помещения, а также места для омовения. Уже полностью я купол сансагизя из Ноуслда, что стоять он жахкер. Ах, жамаю купол, жахан дагер бол беш бахт. Болой. Яхка купол. Цен абдел кешанс, из бол хабежлахта ханз. Азана с минарета в новой мечети ждут все жители Плиева. С ее открытием надеются, что у людей появится возможность не только совершать молитвы. Здесь смогут также изучать основы религии. Это место должно стать символом единства всех жителей.
Действующие мечети села уже не справляются с потоком верующих, поэтому духовенство населенного пункта возлагает на это место поклонения большие надежды. Ведь под его крышей совершать пятничную молитву смогут все жители сельского поселения. Соборная мечеть Плиева должна стать самым высоким и красивым объектом сельского поселения. А насколько быстро это случится, зависит в том числе и от нас с вами. Сбор еще открыт, и любой желающий может помочь в строительстве Дома Всевышнего. Муслим Ганиев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. На улице Ужахова в Назране меняют ветхий водопровод. Старую линию проложили еще 15 лет назад, а случались частые прорывы. Вода поступала с перебоями. На обращение жителей откликнулись местные власти. 200 метров новых труб диаметром 100 миллиметров призваны надолго решить вопрос с водоснабжением. Труба, которую мы сейчас проводим, это полиэтиленовая труба диаметром 100 миллиметров. Она более жестче, и давление воды будет в норме. В этом году у нас вот эта последняя улица заложенная на этот год. В дальнейшем на следующий год у нас заложены еще улицы. Ну а теперь информация для онкобольных. Пациенты со всех регионов СКФО смогут пройти обследование в центре PET Technology во Владикавказе. Изучить и проанализировать особенности злокачественного новообразования отныне можно с помощью уточняющей диагностики. Амина Бокова с подробностями. Центр ядерной медицины PET Technology во Владикавказе начал прием пациентов. Теперь высокотехнологичная диагностика стала доступнее для всех жителей Северного Кавказа. Пишите дальше. ПЭТ-КТ – это уточняющая диагностика для пациентов, у которых уже выявлено онкозаболевание. Исследование проводится для оценки степени распространенности опухолевого процесса, позволяет оценить структуру и функциональные особенности злокачественного новообразования на молекулярном уровне. 10 ноября состоялся первый прием пациентов в Центре ядерной медицины PET Technology в городе Владикавказе. Мы находимся в центре, у нас установлена PET-КТ установка Siemens Horizon. На сегодняшний день это является одним из лучших аппаратов в своем классе. Данная установка предназначена для проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией. Данное исследование является необходимым практически для всех онкологических больных. Чем интересна данная методика? Она имеет преимущество в сравнении уже с имеющимися модальностями. Это ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магниторезонансная томография. Данное исследование сканирует сразу практически все тело, от уха до средней трети бедра. И мы фиксируем изменения уже на метаболическом уровне, что дает преимущество в сравнении с имеющимися исследованиями. Центр PET Technology находится по адресу город Владикавказ, улица Зортова, 2. Ежегодно здесь могут проходить диагностику более 5000 пациентов со всего Северного Кавказа. ПЭТ-КТ используется для оценки распространенности процесса, чтобы узнать точно, насколько распространена опухоль. Для оценки проведенного лечения мы делаем ПЭТ-КТ перед лечением и после проведенного лечения, чтобы оценить эффективность данного процесса. И ПЭТ-КТ может проводиться также в предлучевой подготовке. На сегодняшний день мы проводим до 15 исследований в сутки и готовы принимать всех желающих. Пациенту для того, чтобы попасть к нам в центр, нужно взять направление врача-онколога. Это форма 057У стандартная. И обратиться к нам по имеющимся телефонам в колл-центр. Записаться на ПЭТ-КТ-исследование можно по телефону круглосуточной информационно-справочной службы 8 800 70 70 300 и на сайте pet-net.ru. Все центры PET Technology работают в системе ОМС по направлению от врача-онколога по форме 057У-04. Амина Бокова, Магомед Дидигов, Новости 24. Первый ингушский алфавит и история нашей письменности. Тематическая выставка открылась в научной библиотеке Ингушского госуниверситета. Это результат кропотливого труда историка Берснако Газикова. С ним пообщалась Дана Плиева. Записано как свидетельство о рождении Ахриева
арабской графикой 1904 года. Это мулла села выдал такую вещь. С принятием ислама, как рассказывает Адам Мальсагов, в наши земли проникли арабский язык и письмо. В тот период также были попытки записывать арабским письмом ингушскую речь, а затем и кириллицей. А в 1923 году вышел первый выпуск газеты «Сердало» на ингушском языке. Алфавит был составлен на основе латиницы Заурбека Мальсагова. Латинские буквы максимально он пытался под звуковой ряд ингушского языка подвести. В процессе этой работы Заурбек привлекал очень много людей. Вот Тимбот Дардаганович Беков и многие знатоки языка, они вот эту фонетику, звуковой ряд ингушского языка очень внятно проговаривали. И эти звуки пытались обозначить графическими какими-то буквами. Проследить все вехи появления и распространения ингушской письменности – основная цель выставки. Ее организатор – библиотека Ингушского госуниверситета. А поиском материалов занимается историк Берснако Газиков. Любой человек может посмотреть, и это интересно. Интересно дух того времени, интересно, как выражали мысли. Вот, и это очень поучительно. Значимое место на стенде отведено авторам учебников, вышедших в свет после составления первого ингушского алфавита. Из-за эпид-обстановки гостей на открытии немного, но среди них родственники тех, кто стоял у истоков развития образования в регионе. Заре Саутиевой было всего 8 месяцев, когда не стало ее отца, Салтаби Саутиева. Он писал хрестоматии до 6-8 класса, методические пособия для учителей, ездил по селам, собирал наших парней, подростков, в педучилище их устраивал. До знакомства с этими материалами даже точную дату смерти отца Зара не знала, а его биографию помнит лишь по рассказам матери. Поэтому найденные в архиве одной из библиотек Петербурга документы об отце сродни для нее драгоценной реликвии. Благодарна я вообще этому человеку, дочь моя благодарна все. Ну как же о таком человеке забыть и не быть благодарным? Когда он копался в Ленинграде в архивах, в Москве в архивах, и случайно наткнулся на вот эти материалы. Берснако Газиков намерен продолжить поиски исторических материалов о наших земляках и дальше. Народ должен знать имена тех, кто сыграл значимую роль в развитии культурной и социальной жизни народа, уверен он. А ознакомиться с выставкой, расположенной в холле библиотеки, может и любой желающий. Дана Плеева, Магомед Белакиев, Новости 24. В Яндере чествовали Назира Хадзиева. Ингушский боец одержал победу на Кубке Федерации боевого самбо России. Тем самым получил путевку на чемпионат мира. Одними из первых с яркой победой наставника поздравили его подопечные. Идрис Ижиев продолжит. Хотели бы вручить именной кубок президента Федерации КАЕ России Олега Ефимцева за вклад в развитие комплексного единоборства на территории Республики Ингушетия руководителю, старшему тренеру бойцовского клуба «Эскор» Хадзиеву Назиру. Ибрагим Владимирович. Этот кубок президента Федерации комплексного единоборства России отражает весь спортивный путь Назира Хадзиева. Главный тренер спортивного клуба «Эскор» обучает молодежь Ингушетии единоборствам больше 5 лет. Успешный на тренерском поприще, Назир не менее успешен и на ринге. Самое последнее достижение – золотая медаль 27-го чемпионата Федерации боевого самбо, который проходил на минувшей неделе в Раменском. Конкуренция была огромна, ведь боевое самбо – один из самых востребованных видов спорта в России. Чтобы стать лучшим среди всех участников, нужно было подготовиться основательно. Выступлением своим я доволен. Готовился у себя в зале. Мне никуда ездить не пришлось. У меня здесь есть очень хорошие ребята, бойцы мои, которые способны загнать любого до такой степени, что после 5 минут уже начнут просить пощады. Поэтому готовился у себя. Все необходимые условия у нас в зале есть. Руководство ФОКа в лице Леза Чесыгова, Дауда Хашигульгова. Они, в принципе, сделали все возможное, чтобы подготовка прошла на хорошем уровне и чтобы я ни в чем не нуждался. Весовая категория 90 килограммов считается наиболее конкурентной. Путь самбиста к золоту лежал через схватки с не менее опытными и закаленными в боях соперниками. Каждый этап турнира выдался жестким, и по традиции сложнейшее испытание оказалось в финале. В финале был очень крепкий парень. Наверное, самый сложный был этот бой. Они все бои там сложные, в принципе, там не бывает легких боев, но вот этот бой, он запомнился, наверное, еще и тем, что я устал очень сильно перед финалом. И финальный бой был очень трудный.
Назир на своем примере показывает подопечным, как нужно добиваться результата в спорте. Ребята не упустили возможность поболеть за коуча. Трансляция велась в сети интернет. Наш тренер лучший боец по боевому самбо, поэтому мы знаем, что он выиграет. Очень переживали за тренера. Он выступил отлично, он нас не разочаровал, он взял первое место. Для меня наш тренер – это пример. Я хочу стать таким же, как и он, и занимать первые места. Впереди у воспитанников клуба крупный турнир по боевому самбо. Подготовка идет полным ходом, а пример тренера придает дополнительный стимул. Комплексное единоборство и боевое самбо во все времена были локомотивом всех боевых искусств. Ежегодные победы наших спортсменов лишний раз доказывают, насколько популярно это направление. Это дисциплина, та, которая является наиболее приближенной, скажем так, к тому общеизвестному ММА, который сейчас в умах и в сердцах многих ребятишек и юношей сидит. Поэтому это один момент. Второй момент то, что в турнирном смысле, в смысле представительства, как в республике, так и за пределами, боевой самбо как дисциплина является несомненным лидером. Это однозначно. Мы эту активность приветствуем, планируем ее дальше развивать по нарастающей. Единственные объективные причины общеизвестные – это пандемия, это COVID-19. Карантинный режим мешает нам работать. Ну, даст Бог, я надеюсь, что все скоро закончится, и мы приступим к серьезной работе. Стены ФОКа в Яндаре украшают плакаты победителей, воспитанников этого зала. Без сомнения, эта коллекция, как и медали, пополнится. Идрис Ижиев, Асхаб Белакеев, Новости 24. Стартовал в онлайн-формате бесплатный курс «Школа зеленых видеоблогеров». Участники благодаря своим видеоблогам смогут делиться секретами экологичного образа жизни, добиваться устранения природоохранных нарушений и продвигать зеленую инициативу. Обучение пройдет по двум направлениям – экопросвещение и видеоблогинг. По итогам курса участники получат сертификаты. А в январе среди выпускников школы пройдет конкурс. Победителей наградят денежными призами и подарками от партнеров. Подробную информацию можно получить на сайте организаторов. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.